Привет, друзья! Сегодня 4 февраля, пятница. С вами я, Михаил Сыркилей, и новый выпуск Nocta Life. Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события. Сегодня в выпуске: гулянка прокуроров и позор полиции, преследование солдата-гея и требование майора предоставить интимные фотоснимки, очередные манипуляции Ирины Влах и то, как Дмитрий Константинов стал спикером Народного собрания. Итак, поехали. Молдова – страна чудес, особенно в области юстиции. В очередной раз нам пришлось убедиться в этом в понедельник, когда СМИ сообщили о том, что прокуроры, судьи и офицеры Национального антикоррупционного центра или НАЦ оказались в заложниках в ночном клубе в столице. В ночь с субботы на воскресенье, то есть с 29 на 30 января, в столичном клубе «Атика» была организована вечеринка по случаю Дня прокурора. По данным СМИ, в клубе было 400 человек, в том числе прокуроры сектора Чокана, судьи Кишиневского суда сектора Чокана, а также офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией. Заведения общепита, согласно решению комиссии в области общественного здоровья, не имеют права работать после 22 часов. Это связано с ковидом, как вы знаете. Выполняя рейды по заведениям Кишинева, полиция в сопровождении 20 представителей спецподразделения «Фулджер» и 20 карабинеров отдела «Скорпион» нагрянули и в Атика. Однако им не разрешили пройти в этот клуб. Охрана и администрация клуба забаррикадировали двери и более 3 часов не пускали внутрь полицейских и спецназ. Внутри помещения без окон и с выключенным светом более 3 часов оставались люди. Посетители клуба даже звонили в скорую помощь. В это время хозяева заведения вели переговоры с полицией. В понедельник к прессе вышел Юрий Подорилов, глава Генерального инспектората полиции. Он заявил, что в клубе находилось более 100 человек. Справедливости ради, стоит отметить, что 400 это тоже более 100. Однако, по словам Подорилова, никто из них не сказал во время проверки, что он прокурор или судья. А личности участников вечеринки еще предстоит выяснить. Подорилов также рассказал, как посетители клуба оказались в заложниках. Двери были заблокированы администрацией и охраной этого заведения. Не был разрешен доступ полиции внутрь этого ночного клуба. После того, как полиция подошла к клубу, был выключен свет во всем заведении, выключена музыка. Клиентов попросили не шуметь. Пытались создать впечатление, что заведение не работает. Полиция приняла меры и констатировала, что заведение работает, и приняла меры по переговорам с администрацией, чтобы заведение открыли. В среду в распоряжении телеканала ТВ-8 оказались списки посетителей клуба в количестве 65 человек. Сильно меньше 400, согласитесь. В списке ни одного прокурора, судьи или сотрудника Национального антикоррупционного центра. Посетители оказались как на подбор молодые люди от 20 до 30 лет. По словам источников ТВ-8, в Атика в ту ночь проходил банкет по случаю Дня работника прокуратуры. Столы были забронированы за месяц до этого мероприятия. Представители закона пришли проверить, соблюдает ли клуб ограничения КНЕСПа. Прокуроры и судьи, которые находились в клубе, покинули помещение до прихода полиции или не были внесены в список, чтобы избежать скандала и облегчить прикрытие дела. В прокуратуре заявили, что проводят расследование, чтобы выяснить, находились ли прокуроры в клубе, а в Национальном антикоррупционном центре отрицают присутствие своих сотрудников на этой вечеринке. В Высшем совете магистратуры говорят, что у них нет информации о нахождении судей в Атика в ту ночь. Политический аналитик Алексей Тулбари задается вопросом, правда ли, что реальным владельцем клуба Атика является офицер Национального антикоррупционного центра. И, похоже, насильное удержание людей и трехчасовые в кавычках переговоры с полицией и десятками спецназовцев говорят о том, что владельцы клуба никакие последствия не ждут, и они ему не страшны. Фулджер могли бы войти в помещение, если бы был приказ, но его почему-то не было. Что мы получаем в сухом остатке? В сухом остатке мы получаем испанский стыд и понимание того, что некоторые группы в системе юстиции могут действовать уж хуже мафии. Изменившееся в несколько раз на бумаге количество посетителей клуба в ту ночь, преступные и нелегальные действия администрации, все говорит о том, что кто-то очень хочет скрыть реальных участников этой вечеринки. Представьте, что такая проверка пришла к рядовому ресторатору. Законность проверки продиктована решением комиссии по общественному здоровью. Пришли 40 спецназовцев, полицейских, а в ответ им говорят: мы вас не пустим, потому что
Не хотим вас пускать. Будет ли Фулджер терпеливо ждать под дверью 3 часа? Я очень сомневаюсь. Скорее, двери будут выломаны, а администрация понесет ответственность за многочисленные нарушения, такие как препятствие действиям полиции и насильное удержание людей. В социальных сетях этот инцидент называют вторым по рядом Няской. Убийство Сарина Пачу в 2012 году в заповеднике на охоте, в которой участвовал генпрокурор, судьи и высокопоставленные молдавские чиновники. Охота в заповеднике была незаконной. Убийство пытались скрыть, как и состав группы охотников. Только спустя время под давлением общественности удалось узнать, кто участвовал в охоте и покрывал убийство. Вечеринка в день прокурора тоже была организована незаконно во время очередной волны заражений и новых санитарных запретов. И прошла бы незаметно, если бы не средства массовой информации. Рядовые граждане, владельцы заведений и магазинов, нарушившие санитарные нормы, получали и получают многотысячные штрафы. А люди, как мы понимаем, из системы могут не только устраивать пир во время чумы, но и совершать дополнительные нарушения. В правящей партии этот инцидент особо не комментируют. В первый же день отреагировал депутат ПАС Раду Марьян, который выразил надежду, что посетителей и владельцев клуба оштрафуют по всей строгости закона. Министр внутренних дел Анна Ревенко пока никак не прокомментировала провал своих подчиненных. Внепарламентская оппозиция требует отстранения Юрия Подорилова, заявляя, что полиция держит нас за другов и ставит таким образом под сомнение реформу юстиции. Действительно, полиция в этой ситуации получила огромный имиджевый удар. Но какое доверие и уважение может быть к полицейским, с которыми в случае чего можно договориться, пусть даже и прокурором? И какой имиджевый удар получили специальные подразделения, которые просто 3 часа стояли под дверью? В такой ситуации мы понимаем, что повторись дело под рядом Няской сейчас, произошло бы то же самое, попытки скрыть участников и замять преступление, что в принципе мы и видим в случае Сатика. О какой справедливости и порядке в системе юстиции можно говорить и может идти речь, если, как и прежде, некоторые перед законом равнее остальных? Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, станьте нашими патронами на Patreon. Пройдите на наш аккаунт в Patreon, ссылка на экране, и выберите один из 3 вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша поддержка позволит нам стать более устойчивыми и обеспечит нашу независимость. Чтобы доказать свою сексуальную ориентацию, необходимо показать интимные фото. Ну, по крайней мере, так считают в Министерстве обороны Республики Молдова. Чтобы сделать правильную квалификацию и установить, гомосексуал этот человек или нет, как и в качестве заявителя, заявитель обратился в совет. Кроме записи всех данных записей, в первую очередь должны быть данные, которые доказывают, что данный человек действительно гомосексуал. Простого заявления недостаточно для признания, что этот человек гомосексуальной ориентации. Господин Крачун, тогда вопрос, как человек должен доказать, имеет ли он ту или иную ориентацию? Врач это не устанавливает, это будет также заявление человека. Как это должно быть доказано? Фотографии, которые свидетельствуют об этих вещах. Какого рода фотографии? Фотографии, которые затрагивают частную и интимную жизнь, могут быть сделаны закрыто. В данном случае человек должен предоставить, может не нам, но совету. У меня тут жалоба от совета, и тут я не нахожу доказательства, которые показывают, что этот человек действительно гомосексуал. Интересно, а товарищ майор готов опубликовать свои интимные фото, чтобы доказать свою сексуальную ориентацию? Заявления были сделаны во время слушаний на Совете по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, где рассматривалось заявление солдата-срочника Марина Павлеску, который в прошлом году бежал из армии из-за издевательств. Марин Павлеску подвергался физическому и вербальному насилию в армии после того, как сослуживцы и начальство узнали о том, что он гей. Марин попросил телефон у старшего солдата и позвонил своему парню. Личный разговор записали и передали всей части. В итоге информацию о парне Марина знали и руководители, и сослуживцы. По словам юноши, узнав о его ориентации, его били и обзывали. Он пытался вскрыть вены и просил помощи у психолога, но получал ответ: терпи. Марин решил не возвращаться в армию из отпуска и сделал каминг-аут, рассказав о том, что с ним случилось и с чем он столкнулся. В Министерстве обороны говорят, что запугиваний, унижений и дискриминационных действий в отношении солдата Павлеску на основании, что он гомосексуал, обнаружено не было. В
письме на имя его адвоката сообщают, что Марина избили не потому, что он гей, а потому, что он мешал кому-то спать. Более того, Минобороны пожаловался в прокуратуру на Марину Павлеску из-за того, что он в отношениях с парнем, которому 17,5 лет. Министерство использовало незаконно полученные личные данные молодого человека. Ну и, видимо, в армии забыли, что возраст согласия в Молдове 16 лет. По словам адвоката, солдаты в этой части имеют отношения с несовершеннолетними девушками, но Минобороны не жалуются на них в прокуратуру. Дело Марины Павлеску напомнило о постыдных вещах молдавской армии, о которых мы все знаем, но лишний раз предпочитаем закрывать на них глаза. Нетерпимость к ЛГБТ-людям – это часть еще большей проблемы, такой как дедовщина и ужасные условия пребывания солдат. Марин не первый солдат, который подвергается издевательствам. Когда ты дал присягу, ты у них в руках. Начинаются пытки. Меня били ногами в грудь, и тогда я впервые покинул воинскую часть. Ночью тебя могут поднять с кровати и проверить твою фанеру, то есть грудь. Как рассказывают пережившие дедовщину, старшие солдаты избивают младших даже не в наказании, а просто потому, что у них такое настроение. Солдаты также говорят о скудной еде, отсутствии медикаментов, условий для жизни и бессмысленных занятий вроде вырывания травы руками или мойки туалетов. Чиновники Минобороны дедовщину, конечно же, отрицают. Но по сути насилие в отношениях солдат поощряется в армии практически на всех уровнях. Дело Марины Павлеску, где начальство не прекратило издевательства, тому доказательство. Более того, требования к призывникам максимально снижены. Адвокат Дойна Йоанна Строистяну, представляющая Марина Павлеску, сообщила, что большинство новобранцев в бригаде Марина не являются эмоционально стабильными. Из 65 человек только 1 или 2 оценены как стабильно устойчивые. Недавно стало известно, что из этой же воинской части бежали еще 2 новобранца. Один вернулся добровольно, а второго еще ищут. В январе 2 солдат с особой жестокостью убили 21-летнего молодого человека, которого встретили в парке. Они над ним издевались, до смерти избили и бросили умирать. Агрессия и насилие молдавской армии выплескивается на улице Молдовы. Вместо того, чтобы заняться исправлением ошибок, Министерство обороны требует интимные фото у молодого парня, чтобы якобы получить доказательство, что он гей. Ну, с такими майорами и солдаты ведут себя соответствующе. Наверное, в Минобороны забыли о письмах в прокуратуру с сообщениями об отношениях Марина с его молодым человеком или считают недостаточным унижение Марины Павлеску, которое он получил во время службы. Вчера в Министерстве обороны заявили, что майор Петру Карчун, который требовал интимные фото солдата, озвучил личную позицию, а не позицию министерства, и в его отношении проведут расследование, а также проведут обучающие тренинги для сотрудников министерства и военнослужащих. Способны ли тренинги изменить ситуацию с дедовщиной в армии? Сложно сказать, особенно в ситуации, когда проблема дедовщины не признается на высших уровнях. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас и поддержать нашу команду Nocta Life, направив нашей организации Pilgrim Demo 2% вашего подоходного налога. Вы можете сделать это, указав фискальный код нашей организации в соответствующей графе вашей налоговой декларации. Фискальный код вы видите на экране. Вам это ничего не будет стоить. Для нас это возможность информировать вас о том, что происходит в стране, и делать аналитические выпуски Nocta Life и другие интересные новостные форматы. Друзья, на прошлой неделе Ирина Влах приняла участие в программе «Пятница» с Анатолием Голя на канале РТР Молдова. Мы, конечно, не могли пройти мимо этого интервью, просто потому что в нем было много того, что сейчас называют фейками и манипуляцией о состоянии дел в Гагаузии, о деятельности самой Ирины Влах и ее исполкома. Мы считаем важным об этом говорить, потому что у Ирины Влах явные амбиции национального политика, как самостоятельного политического игрока или одного из политических лидеров. И нашим согражданам за пределами Гагаузии полезно было бы знать о ней побольше. И прежде всего, что правда из того, что о себе говорит Ирина Влах, а что манипуляция. Давайте обо всем по порядку. Начнем с первого вопроса, который задал Ирине Влах ведущий. Как живет Гагаузия? Я хочу вам сказать, что жизнь в Гагаузии не отличается от жизни в целом в Республике Молдова.
А как же так? Жизнь в Гагаузии уже не отличается от жизни в остальной части страны? А еще несколько лет назад Игорь Додон на центральной площади Комрата говорил, что другие районы завидуют Гагаузии. Уже не завидуют? А что же случилось? То, что в Гагаузии жизнь не лучше, чем в других районах страны, с этим я согласен. Мне с трудом верилось, что Гагаузии кто-то завидовал. Но Влах же не поправила Додона и не сказала, что Додон преувеличивает. Но вот теперь оказалось, что жизнь в Гагаузии ничем не отличается. Значит, я так понимаю, завидовать нечем. Давайте пойдем дальше. Анатолий Голя спросил Ирину Влах по поводу ее взаимоотношений с правительством. Влах ответила, что взаимоотношения не очень, и сказала, что с предыдущими правительствами у нее были хорошие взаимоотношения, и ее взаимоотношения с предыдущими правительствами были хорошей практикой. А вот до нашей встречи с госпожой премьер-министром в ноябре месяце, к сожалению, у меня не было возможности вообще участвовать ни в каких платформах, в совещаниях. Ну, во-первых, работа в правительстве и вовлеченность Башкана в деятельность правительства зависит в значительной степени от Башкана. Как же так получилось, что Башкан не встречалась с премьером до ноября? Где все это время была Башкан? Правительство было назначено еще в августе. По иерархии Влах, как член правительства, подчиненная премьера. Или Влах ждала, чтобы к ней пришли на поклон? Что касается платформ правительства. В законе об особом правовом статусе четко прописано, какие платформы на уровне правительства может использовать Гагаузия для решения своих вопросов. Это прежде всего заседания правительства, в которых должна участвовать Башкан. А во-вторых, это коллегии министерств, где по закону представлены главы профильных управлений исполкома Гагаузии. Такой платформы, как аппаратные совещания правительства, закон об особом правовом статусе не предусматривает. Члены исполкома участвуют в заседаниях коллегии министерств. Эти коллегии вообще существуют. Из того, что мы видим на сайтах правительства, не все министерства имеют коллегии. И мы не знаем, новые министерства после реформы правительства в 2017 году воссоздали коллегии или не воссоздали. Влах поднимала эти вопросы, чтобы обеспечить для Гагаузии площадки взаимодействия исполкома и правительства. Или не поднимала. Гагаузия даже не реформировала структуры исполкома, чтобы соответствовать структуре правительства. Ну, чтобы хотя бы четче понимать, какое управление исполкома с каким министерством должно взаимодействовать. Башкан не защищает площадки, прописанные в законе, но жалуется на отсутствие диалога. Был вопрос и о бюджете. Башкан в очередной раз напомнила, что правительство предоставило ей бюджет за день до его принятия, и она не могла с ним ознакомиться. Эта традиция плохая, она сохраняется. На 2021 год также принимался закон о бюджете, вы помните. 16 декабря, как голосовали вечером. Я помню еще хуже времена, когда при правительстве Лянка бюджет утверждался в апреле месяце под ответственность правительства перед парламентом без обсуждения. Это все очень плохо. Я не к тому, что это хорошо. Господин Голя, давайте будем говорить, вы знаете, мы всегда говорим о прошлом. Мы всегда говорим, вот было так, давайте вот было так, том, вот было так. А давайте будем говорить по тому, как должно быть. И давайте говорить, как должно быть по закону. Ирина Влах, безусловно, права. Так бюджет приниматься не должен. Но господин Голя напомнил, как под покровом ночи принимался бюджет на 2021 год большинством ПСРМ и партии ШОР. Ирина Влах тогда не вспомнила о законе и не критиковала социалистов и партию ШОР за такое грубое нарушение закона. Не стоит забывать и о том, как принимался бюджет Гагаузии в прошлом году. 5 месяцев автономия жила без бюджета. Бюджет Гагаузии прошлого года был принят в мае 2021. В октябре 2020 года исполком вынес на обсуждение проект бюджета, который провел через консультации и общественные слушания, но который так и не дошел до Народного собрания. В Народное собрание попал бюджет с дефицитом, для покрытия которого предусматривалась продажа публичной собственности Гагаузии и привлечение займа. Депутаты отказались утверждать такой бюджет. Нежелание Башкана уступать спровоцировало бюджетный кризис, который продлился 5 месяцев. Все 5 месяцев в разгар пандемии автономия жила без бюджета. Правительство Гаврилицы, в отличие от исполкома, без бюджета страну не оставило. Но Влах пошла дальше и заявила об инициативах, которые она выдвинула в правительстве для повышения трансфертов на отопительный сезон для школ и зарплат медикам и педагогам.
И решили выйти с инициативой. Наша команда исполнительного комитета подготовила проект постановления правительства, в котором мы предложили правительству нашей страны увеличить трансферты на отопительный период для всех бюджетных учреждений. И мы посчитали, что правительству для этого понадобится около 300 миллионов лей. Господин Голя, я не хочу вдаваться в детали, я хочу сказать, все-таки завершить свою мысль по закону о бюджете и о тех приоритетах. Когда наша команда выявила, что учителя и медики наши, у них не была повышена заработная плата, а была повышена вы говорите зарплата. Сейчас как представитель оппозиции. Нет, я говорю как член правительства, я говорю как... В парламенте все говорят, все так заботятся о народе, как переходят в оппозицию, и никто не говорит, откуда взять деньги. Откуда взять деньги? В наших инициативах предусмотрены и источники. Откуда нужно взять деньги? То есть мы подошли к этому... Например, назовите 2-3 источника. Это налоги. Ну, я так понимаю, лекции премьера и министра финансов о том, что бюджет ратифицируется после первого полугодия, и тогда ясно, куда надо добавлять и где можно урезать. Ирина Влах, очевидно, эту лекцию не усвоила. А то, что налоги – источник пополнения бюджета, как вам? Ну, это же просто гениальная мысль. Ребята из Гарварда не додумались бы до этого, ну, ни в коем случае. Интересно, Влах это сама придумала или Кику подсказал? Но Влах продолжила о необходимости повысить зарплату медикам и учителям в пандемический год. И как мантру в очередной раз повторяла то, что у нас нет нехватки депутатов и судей, а есть нехватка педагогов и медиков. Ну, значит, мы нашли с вами в бюджете на 2022 год возможность повысить заработную плату депутатам парламента. Нашли возможность повысить заработную плату судьям Конституционного суда, аппарату президента, аппарату правительства. И мы не найдем с вами возможность повысить заработную плату педагогам и медикам. У аппарата Скажите, пожалуйста, Башкана зарплата повысилась или нет? Не повысилась. Скажите, вообще не повысилась? Нет, скажите мне, пожалуйста, вот одну простую вещь. В пандемический год, когда у нас пандемия, когда у нас все больницы заполнены, мы медикам должны поднимать зарплату? У нас уже 3-й год пандемический. Мы должны поднимать? Должны. Обратите внимание, что у нас медиков и у нас педагогов дефицит. И этот дефицит составляет более 20%. Обратите внимание на возраст наших педагогов, обратите внимание на возраст наших медиков. Вы так и не назвали источники Давайте я финансирования. доскажу. Вы не назвали Но обратите источники внимание, я финансирования. скажу вам, но обратите внимание, что дефицита депутатов парламента в Молдове нет. Есть. Дефицита Есть. судей Конституционного суда в Молдове Есть, нет. есть. И там, где нет когда дефицита... смотрю на качество депутатов, Это разные министров вещи. и прочих, прихожу к разные выводу, что вещи. есть дефицит. Депутаты получают зарплату или нет? Есть Народного освобожденные, собрания их есть. немного. Допустим, в предыдущем составе было около 8-7 депутатов, которые были освобожденными, а остальные нет. Ну, конечно, есть дефицит кадров, и не только среди медиков и педагогов. Есть дефицит членов исполкома. Если не беспокоиться о качестве и брать как кого попало, то тогда дефицита нет. А если искать качественных работников, то очень большой дефицит. Даже в исполкоме есть дефицит. Ведь второй срок Ирина Влах работает без первого зама. Ну или, если не считать первым замом Виталия Драганчу. Что касается депутатов Народного собрания. Во-первых, там не 8 освобожденных, а гораздо больше. В Народном собрании из 35 депутатов зарплату получают только члены президиума. Председатель, 2 зама и председатели постоянных комиссий. В прошлом составе Народного собрания таких депутатов было 13. Остальные 22 депутата зарплату не получали. Да, там были депутаты, трудоустроенные в Народном собрании в должности каких-то специалистов в Народном собрании. Но они получали зарплату как работники Народного собрания, а не за депутатскую деятельность. А может, поэтому мы имеем в Народном собрании состав, который имеем, потому что деятельность депутата неоплачиваемая и непривлекательная для многих тех, кто мог бы прийти туда и изменить качество этого состава и Народного собрания в целом. Например, молодые люди с хорошим образованием. Я согласен с тем, что надо повышать зарплату и медикам, и учителям. Но сегодня есть медики, особенно руководители медицинских учреждений, которые получают больше министров. Но уровень ответственности у министров гораздо выше. И так не должно быть. Дальше разговор развернулся в сторону гагаузских вопросов. И тут Ирина Влах, не моргнув глазом, соврала сходу.
Ирина биться Федоровна, вокруг вы целей и правильно- задач. Вы совершенно правильно критиковали правительство и парламент за то, как принимался бюджет. Но у вас в Гагаузии бюджета на 22 год нет вообще. И Народное собрание себе в ус не дует. Как вы собираетесь строить инфраструктуру, выделять деньги, В повышать гагаузской зарплаты учителям, автономии- если у гагаузской автономии нет бюджета В вообще? Гагаузской автономии бюджет есть, мы работаем по временному Ну, бюджету. Елена Федоровна. И временный бюджет нам... Но вы же серьезный политик. Конечно, серьезный. И временный бюджет не нарушил абсолютно ни один бюджетный процесс. Что вы реально понимали, все наши программы работают. Ну, послушайте, что значит работают? В Гагаузии закрыта программа «Освященное село». Исполком в этом году предлагает сократить деньги на программу развития гагаузского языка почти с 9 миллионов лей, как это должно быть по бюджету, до 800 тысяч леев. Как это работают программы в Гагаузии, если их не финансируют? А что насчет программы капитальных инвестиций, которая каждый год сокращается, несмотря на то, что совокупный бюджет Гагаузии растет? Но власть на этом не остановилась и стала хвалиться за свои достижения. Вот обратите внимание, давайте возьмем просто наш регион. Вот вы знаете, что за эти 6 лет в Гагаузской автономии было построено 5 новых детских садов. Была построена больница, строится стадион, строится колледж, IT Digital Hub, строятся дороги и так далее. Ну, послушайте, вон в Страшенах инвестируют 18 миллионов долларов в создание 100 новых рабочих мест. До этого инвестировали десятки миллионов долларов в создание производства. И никто не пиарит это так, как власть пиарит достижения Гагаузии, к которым она не всегда имеет отношение. По поводу новых детских садов. Давайте посчитаем и посмотрим, они новые или хорошо забытые старые. И какое отношение к их строительству имеет власть и ее исполком. Да, 3 новых детских сада построили с нуля. Это садик в Чешмекёе, Камрате и в Копчаке. Тот, что в Чешмекёе, построил Туркменистан. Проект начинался при предыдущем Башкане. В судьбе того садика участвовал даже президент Тимофти. Причем здесь Ирина Влах, непонятно. Детский садик в Камрате в районе Кукурузного построила ТИКа. Бюджет Гагаузии не почувствовал. Причем здесь исполком, непонятно. Идем дальше. Детский садик в Копчаке. Сдали в эксплуатацию в 2017 году. Его строили на деньги ТИКи. Там больше примар подсуетился, чтобы ТИКа построила в Копчаке детский сад. Бюджет Гагаузии его тоже не почувствовал. Причем здесь Влах и исполком тоже непонятно. Еще один детский сад в Бишалме, но там была реконструкция здания гимназии. Такой же проект по реконструкции части здания гимназии под детский сад был в Камрате в 7-й школе. Откуда взялись 5 новых детских садов и причем здесь Влах и ее исполком, непонятно. Тут Влах, очевидно, надеется на то, что никто не проверит, поэтому так смело манипулирует. Дальше Влах заговорила о коррупции, но не о том, что с ней надо бороться, а о том, что борьба с коррупцией – это не приоритет. Вы так и не ответили на вопрос об источниках. Я указала. А я вам назову 2 источника, как минимум. Давайте. Это сокращение зарплат регулирующих органов, всех, без исключения, и меньше воровать. К сожалению, меньше воровать плохо получается. Вы знаете, господин Стране. Голя, я, как и многие жители нашей страны, изо дня в день из экранов слышу только лишь один такой лозунг – это борьба с коррупцией, борьба с коррупцией. К сожалению, И я хочу вам высказать это свою точку актуальный зрения. лозунг. Вы знаете, актуально не это, актуальна борьба с бедностью. И когда у нас в коридорах исполнительной власти, в кабинетах исполнительной власти говорят о борьбе с коррупцией, я не соглашусь. А откуда в таком случае берется бедность, Ирина Федоровна? Не от коррумпированных ли политиков у власти? А не хочет ли Ирина Федоровна рассказать нам о том, как случилось так, что в первый же год ее башканства ее брат стал лучшим экспортером зерна в Гагаузии? В бизнесе, где в 2016 году без политической крыши было никак, а без разрешения плохотника туда нельзя было просунуться. Ну или как получается так, что Ирина Влах на деньги налогоплательщиков содержит 4 своих частных средства массовой информации, которые с утра до вечера рассказывают всем, какая Ирина Влах хорошая. А может, бедность от того, что те, кто у власти занимаются продвижением своих интересов в ущерб интересов общества, и вместо того, чтобы трудоустраивать в исполком хороших специалистов, которые могли бы принести пользу автономии, Ирина Влах трудоустраивает своих журналистов, которые бегают за ней по пятам с камерой. Пусть Ирина Федоровна расскажет нам, как так случилось и при чем здесь коррупция и бедность. В передаче коснулись и гагаузского языка. Ведущий обратил внимание на то, что на официальных сайтах Гагаузии мало гагаузского языка.
Я должен констатировать, что ваш сайт сильно изменился. Исполкома Гагаузии. Исполкома Гагаузии. Там вся информация на русском языке есть и на румынском языке. С гагаузским языком дела обстоят хуже. Там, я бы на вашем месте не судила бы только лишь по сайтам, по официальному сайту, как у нас обстоят дела с родным языком. Извините, это очень важно. Извините, это очень важно. Сегодня в эру информационных технологий, когда вы говорите о диджитализации, это важно на самом деле. Уже ровно год в детских садах Гагаузии дети получают образование на 3 языках. Сегодня действует мультилингвальная программа, которая утвердил исполком Гагаузии, и эта программа реализуется во всех детских садах Гагаузии. Она называется «Один день, один язык». То есть один день дети говорят с воспитателями, родителями и техническим персоналом в детском саду на гагаузском языке. Второй день они говорят на румынском государственном языке, а третий день они говорят на русском языке. То есть сегодня наши дети во всех детских садах Гагаузии говорят на 3 языках. Более того, мы уже эту программу начали имплементировать и на уровне гимназического цикла и лицейского. Послушайте, это же неправда. Какая программа «Один день, один язык»? Кто с детьми будет говорить на румынском языке в детском садике, например, в Бешалме? И еще и технический персонал к тому же. Вы о чем? Кто там вообще научит детей, чтобы они могли целый день говорить на румынском? То же самое с гагаузским. В Гагаузии все меньше и меньше говорят на гагаузском языке. Раньше гагаузский можно было выучить только в семье. Теперь и это недоступно, потому что все меньше семей из года в год общаются дома на гагаузском. Все меньше бабушек, для которых гагаузский основной. Детские сады и школы не способны научить детей говорить на гагаузском. Ваша программа «Один день, один язык» работает только у вас в головах и на бумаге, если она вообще существует на бумаге. В реальности с детьми в детских садах и школах говорят на русском, а на гагаузском они начинают говорить только если надо показать Верховному комиссару. На гагаузском в Гагаузии говорят примерно так же, как и на сайте исполкома появляется информация на гагаузском языке. Например, последняя новость на гагаузском там была опубликована аж 1 октября 2021 года. На румынском чаще. Последняя новость на румынском была опубликована в начале февраля этого года, а на русском каждый день. Если органы власти демонстрируют такое отношение к гагаузскому, кто его будет учить? Гагаузский не требует даже при трудоустройстве в исполком и в народное собрание. Названий улиц на гагаузском нет. Официальные документы, решения, постановления и законы органов власти Гагаузии на гагаузский язык не переводятся и на гагаузском не публикуются. Зачем учить гагаузский язык, если он не нужен и власти не создают условия, чтобы этот язык стал нужен и его нужно было учить? Поговорили в программе и о турецких учителях. Вы с господином Эрдоган пытались хоть раз, вы очень хорошо сказали про образование, что образование это основа всего. В Чедерлунге есть прекрасный лицей, бывший молодотурецкий лицей из сети «Горизонт», который подготовил прекрасных специалистов. И вот этих учителей, которые пострадали, ни за что пострадали. Вы пытались с господином Эрдоганом как-то поднять эту тему, облегчить судьбу этих людей, этих учителей, которые учили детей тех, которые сдали этих учителей. Я это говорил политикам. Как-то можно решить, смягчить судьбу Я думаю, этих что вам учителей? надо именно с теми, кто вовлек этих учителей в Я этот этот процесс, вопрос с ними задавал нужно всем. говорить. Вы Направлены считаете на этих учителей здравоохранение. террористами? Я абсолютно ничего не считаю. Я не хочу сейчас вообще с Но вами... вы ушли от Я не хочу с вами ответа на вообще в вопрос. эту дискуссию входить, абсолютно. То есть вы этот вопрос не обсуждали? Я вам сказала, какие вопросы мы обсуждали и мы будем обсуждать. Мы будем работать над тем, чтобы... Жаль, вы могли бы повлиять на судьбу этих людей. Мы будем работать над тем, чтобы наша молодая энергия из республики не уходила. Я не хочу с вами это обсуждать. Вот так ответила Влах на этот вопрос. Слушайте, это простой вопрос. Ирина Федоровна, вы считаете террористами тех, кто учил 2 членов вашего исполкома? Одного действующего и другого бывшего. Виталия Влах и Вадима Чебана, выпускников молодотурецкого лицея из Чедерлунги. Это же так просто. Сказать да или нет. После этого можно не рассказывать про то, что надо создавать условия, чтобы молодежь не уезжала. Мало кто согласится вкладывать свое будущее и будущее своих детей в страну, где человека могут похитить средь бела дня и как мешок картошки вывести из страны.
а власти не сделают ничего, чтобы защитить своих граждан. Власти даже говорить об этом не хотят. Ну и завершила Ирина Влах передачу следующим заявлением. Хочется, чтобы нашу автономию втягивали в бессмысленные политические полемики и использовали наших жителей определенные политические силы. Я очень хочу, чтобы наши жители чувствовали себя хорошо и комфортно в этой стране. Вы знаете, когда лидера избирают, его избирают для того, чтобы он защищал свой народ, а не для того, чтобы он подставлял свой народ. У нас, к сожалению, очень много и сегодня примеров, когда лидеры не защищают свой народ, а подставляют свой народ. Тут нельзя не согласиться с Ириной Федоровной. Но дело в том, что это прямо касается Ирины Влах, которая организовала в центре Камрата митинг в поддержку Додона, где его оппонентов назвали фашистами. Не это ли называется подставлять свой народ и втягивать его в политические дрязги? И теперь, уже будучи в связке с Ионом Кику, Влах делает то же самое, противопоставляя себя правительству. То, что Ирина Влах поднимает вопросы на заседаниях правительства, это хорошо. Только это не имеет ничего общего с интересами Гагаузии. С 15-й попытки Народное собрание избрало председателя. Спикером стал Дмитрий Константинов. 14 неудачных попыток, несколько кандидатов. По нескольку раз выдвигались Виктор Петров и Дмитрий Константинов. Один раз выдвигался Демьян Карасни, депутат из Кангаза. Один раз даже в качестве временного спикера выдвигался Григорий Кадын, который набрал 1 голос. За эти 3 месяца продолжительного учредительного заседания было всякое. И секреты в кулачках, и фотографирование бюллетеней, и обыски на рабочем месте одного из депутатов, и удаление прессы из зала заседания. Депутаты, не избрав руководящие органы, в один момент решили поехать в Москву на переговоры по газу. К сожалению, процесс избрания руководящих органов Народного собрания сопровождался и поистине трагическими событиями. На этой неделе похоронили 2 депутатов Народного собрания: Дмитрия Топола из Вулканешт и Федора Янеоглу из Чокмайдана. Сегодня избрание спикера тоже было под вопросом. Депутаты битый час спорили о том, сколько избранных депутатов в Народном собрании после смерти 2 депутатов. Социалисты потребовали предоставить юридические доказательства смерти. Если исходить из того, что избранных депутатов осталось 33, то для избрания спикера, его заместителей и председателей постоянных комиссий необходимо 17 голосов, а не 18. Но за спикера проголосовали 18 депутатов. По нашим источникам за Константинова проголосовал 1 депутат-социалист, который и стал 18-м. Сегодня же депутаты приступили к избранию вице-спикеров. На должность вице-спикеров Дмитрий Константинов предложил Георгия Лейчу, Николая Орбанжа и Александра Тарнавского. Все 3 заместителя были избраны 17 голосами. Что известно о Дмитрии Константинове? Дмитрий Константинов несколько раз избирался в Народное собрание Гагаузии. Был спикером Народного собрания 5-го созыва, баллотировался на выборах 6-го созыва по 1-му избирательному округу города Камрат, но был снят с избирательной гонки решением суда по обвинению в подкупе избирателей. На выборах 7-го созыва Народного собрания от 19 сентября 2021 года Дмитрий Константинов был избран по одному из самых малочисленных округов Гагаузии – села Ферапонтьевка. Константинов до последнего времени критиковал Ирину Влах и сам называет группу своих сторонников в Народном собрании группой патриотов. 5-й созыв при Константинове не блистал полезными инициативами. Наоборот, были попытки принять откровенно вредные инициативы. Например, запретить открытый доступ прессы на заседание. Ну и неудивительно, ведь 5-й созыв – это тот самый скандальный созыв Народного собрания, когда демократы купили гагаузских депутатов оптом и получили большинство. Будучи спикером 5-го созыва, Константинов даже получил по лицу. Помните известную драку, когда потасовку Народного собрания, когда Сергей Чернев с ноги ударил, или с руки, уже не помню, и Константинова, и Формузала. При Константинове были инициированы попытки объявить импичмент экс-башкану Михаилу Формузалу. Тому Формузалу, с кем он вместе от Чернева получил по лицу. Ну и, конечно, под председательством Константинова принимались решения по скандальному и, как оказалось, бесполезному референдуму. Будет ли работа 7-го созыва Народного собрания такой же скандальной и одиозной, покажет время. То, как Константинов сражался за кресло спикера, говорит о том, что оно ему очень нужно. Для решения личных проблем или нет, покажет время. Ну а мы будем следить за ситуацией в Народном собрании и комментировать ее. Это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Ставьте лайки, делитесь этим видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Серкили. Увидимся
на следующей неделе в новом выпуске Nocta Life.